Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 16 декабря 2023 года. С вами снова я, Аслан Арцуев, на канале в YouTube Reality и на канале Аслан Арцуев TikTok. Время 20 часов по Берлину, 21 час по городу Джохару. Друзья, я вас всех сердечно приветствую. Сегодняшний мой свой стрим я снова назвал Аят Эдигов, 20 лет борьбы чеченского народа против агрессии Кремля. На этот раз часть вторая. Вчера была часть первая. Ссылка, хоть и с запозданием, но размещена под тем видео. Также ссылка на наш официальный государственный сайт chechen-government.com будет размещена и под этим видео, друзья. Сегодня я вас ознакомлю и закончу вторую часть этой научно-исторической статьи, написанной Аятом Эдиговым. И сегодня будет интереснее, чем даже вчера. Я надеюсь, вам вчерашняя информация была интересна, и я думаю, много есть над чем подумать после этой статьи. И сегодня будут еще более интересные и шокирующие факты. И ваша жизнь не будет прежней после этого, как говорится. Но для начала, как обычно, я сперва расскажу о событиях, которые происходят в Украине. И зачитаю сводку потерь русских оккупантов в русско-украинской войне от Генерального штаба Збройных сил, вооруженных сил Украины. Итак, на 16 декабря 2023 года с 24 февраля 2022 года русские террористы потеряли 344 820 террористов, 930 за прошедшие сутки. Представьте, сколько уже на протяжении почти уже 2 месяцев Россия теряет по 1000 человек в среднем где-то. Это колоссальные потери, и русские на грани просто банкротства полного. Народ уже начинает подавать признаки жизни. Танков 14 за прошедшие сутки. Итого Генеральный штаб сообщает, что 5720. 13 боевых бронированных машин. Итого 10 667 единиц. Одна артиллерийская система. Итого 8100 артиллерийских систем. Вот за эти почти 2 года войны. 920 РСЗО. Ракетные системы залпового огня, как известно. 605 антиаэркрафт. 324, 0 и по РСЗО, и по антиаэркрафту за прошедшие сутки 0. Также и самолеты и вертолеты тоже 0. Но цифра очень у вертолетов и самолетов, это моя любимая часть вот этого доклада от ЗСУ. Самолет и вертолет ни один не уничтожен. Цифры одинаковые, 324. Итого 648 летательных аппаратов, летающих русских гробов, сбито украинскими воинами света. БПЛА 12 штук уничтожено за сутки, итого 6238 их число достигло. Одна крылатая ракета сбита, итого ракет сбито 1609 за эти 2 года почти. 0 кораблей и 0 подводных лодок уничтожено, к сожалению, но 22 корабля катера и 1 подводная лодка за эти почти 2 года уничтожена. 11 автомобильной техники и цистерны, итого их достигла сумма 10 710 единиц. 10 710. Специальная техника также малость, но ее обычно так много не бывает. 1 спецтехника уничтожена и 1190 достигла эта цифра. С чем я вас сердечно поздравляю. Привет, всем привет, друзья, всех я вас приветствую. Итак, я вас прошу, друзья, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте, и самое главное, ссылку на наш стрим. Это обязательно, потому что русские всячески мешают нам доносить правду, всячески нам препятствуют
И поэтому ваша помощь, она сейчас необходима. Как вы видели вчера во время стрима, наш компьютер, мой компьютер полностью выключился, и обычно они какие-то меры предпринимают. И это говорит о том, что вчерашняя тема, вот эта научно-историческая статья Аяда Эдигова, она имеет большую ценность как для нас, чеченцев, так и для украинцев. И, конечно же, враги не любят правду. КГБ, оно не боится пуль, вернее, пуль она тоже боится, но она больше, чем пуль, боится слов правды. Дело в том, что на пули у них есть посылать кого, у них много массы человеческой, которые они могут посылать. А слова, разоблачающие их деятельность, их преступную деятельность, они для них страшнее пуль. Поэтому давайте вместе наносить им сокрушительный удар. А на канале Реалити вы услышите только правду и ничего кроме правды. Итак, друзья, давайте я вас сперва поприветствую по нашей традиции, потому что я вас всех уважаю и люблю, друзья. Ну, кроме засланных, которые тут есть. А так мы все одна команда, друзья, и это нужно понимать. Зоро, алейкум ассалам, чертовка, добрый вечер, шалом, спасибо за подарки, всех бозо, Эдам, Асламбек, Шамиль, Хамзат, Иван, Осман, Т-800, При и все остальные. Ва алейкум ассалам, друзья, я вас всех сердечно приветствую. Так. Нет, я не говорю по-турецки, Бозо. По инициативе Харьковского университета права имени Ярослава Мудрого также участвует Всеукраинская ассоциация адвокатов, а также ФРГ, США и другие. Участвуют ли там чеченцы? Шамиль, я не знаю, участвуют ли там чеченцы или нет. Было бы хорошо, если бы чеченцы немножко были бы более активными. Так, Иртукас, витаю, Литва. Витаю вас. Основные расисты, по моим наблюдениям, понимают не слова, а по шее. Иван, абсолютно так, абсолютно. Только так, только силу они понимают. Если вы говорите, у нас у чеченцев, знаете, нас чеченцев считают такими агрессивными, такими жесткими, там, туда-сюда. Ну, это очередной миф. На самом деле чеченцы очень добрый и такой спокойный народ. Ну, в последнее время немножко мы стали неспокойными, нервными, скажем так. А по большей части очень спокойный народ. Дело в том, что когда чеченец устраивает ссору, вот у нас как я это для себя вывел формулу. В России, если ты с кем-то дерешься, то драка, конфликт заканчивается после того, как ты первый раз ударил своего противника. А у чеченцев конфликт начинается после того, как ты ударил чеченца. Только тогда все это усугубляется, потому что можно на словах что-то говорить, но если ты уже занялся рукоприкладством, то это уже переходит уже на новый уровень. И поэтому чеченцы очень аккуратны в своих высказываниях, в своих словах, в своих действиях. Не только между собой, но и в окружающими, когда выезжают в Россию и так далее, и так далее. Не все, конечно, есть хулиганы, особенно молодые. И я один из них был, но по ходу, когда взрослеем, немножко меняемся. И когда мы слишком вежливые и деликатные, некоторым кажется, что это какой-то слабый чеченец, и если он какой-то интеллигентный или вежливый, то на нем можно прокатиться. И их удивлению не бывает предела, когда они понимают, что эта вежливость, она не потому, что кто-то боится или так. Дело в том, что в России принято быть или над, или под. Равные отношения не понимают там люди. Если ты с ними вежлив, они думают, это слабак, его нужно гасить. А если ты жесткий, ну да, это свой. Но так мы не воспитаны. И приходится себя бороть и становиться немножко не тем, кем ты на самом деле являешься, чтобы не посчитали это за слабость. И ФСБ лично
террористическая банда ФСБ, могу лично засвидетельствовать, они абсолютно не понимают слов, они абсолютно не понимают мягкости, они понимают только жесткие, вот то, что ты написал, вот это слово. Вот это они понимают, в этом ты прав. Так. Валейкум салам, Буарс. Кстати, да, чеченцы всегда были более деликатные и степенные. Да, чертовка, именно так. Ну, по большей части, мы за все сказать не сможем, конечно, но по большей части это мои наблюдения и мой жизненный опыт. И я именно так и думаю. Чеченцы не любят, когда с ними шуткуют. Да, Хамзат, не любят, потому что у нас считается, знаете, самое главное для нас это честь. И для чеченца. И, ну, по крайней мере, некоторые продекларируют об этом. И у нас говорят, даже если произошла драка, даже если произошло убийство и разбирательство, если происходит, я неоднократно присутствовал, мне было всегда интересно эти моменты, и там всегда такая фраза всегда звучит. Кровь мы можем простить, ну, допустим, по носу дали и потекла кровь там. А вот посягательство на честь, на си, это мы прощать не будем. И если произошла драка, и вы не посягали на честь, там, упавшего не добивали, не материли его, не оскорбляли, там, прилюдно, там, не пытались там его, такая есть процедура у нас, у чеченцев, это такое оскорбление, если тебе нанесли, то ты на женщину, если твою, там, оскорбление какое-то, женщина имеет сестра, мать, жена, все остальные, снимают штаны, там, ну, вот такие вот вещи происходят. Вот если вот этого посягательства на чести не было, была обычная драка, даже со сломанным носом, с носом, там, с кровью и так далее, этот вопрос, в принципе, решается, да, быстро заговаривать, ну, подрались, там, еще чего-то. А вот честь не прощается. Вот это считается уже, когда вас пытались унизить, оскорбить. Вот именно сейчас этим Россия занимается с нами. Она пытается нас унизить, там, человека с двухклассным образованием, поставив во главе, который ничего не видит, кроме денег и еды. Нас пытаются так унизить. Посягает на нашу честь, что мы не можем ей простить, конечно же. Ну и нашу кровь мы тоже не простим. И шутки, и посмеивание над чеченцем, это тоже мы расцениваем как посягательство на нашу честь. Вот то, что Хамзат сейчас сказал, я к этому это развернуто так рассказал, потому что это относится к тому, что над тобой смеются. Это смеяться может только близкий, только друг, родственник, только такой. А вот если посторонний какой-то там над вами шутит, поэтому это тоже считается. Ну, такой свой образ жизни, своя цивилизация у нас, как сказал Аят Дигов в одном из своем документе, вот, в котором сегодня, кстати говоря, я буду читать. Так как-то так. Чертовка, спасибо еще. Так, кстати, да, так это было. Мат мы не можем переносить тоже. Мат нам не нравится. А сам мы между собой всегда друг друга подкалываем, но без агрессии. Мы шуткуем между собой. Иван, между собой, и вообще, знаешь, на самом деле, вот некоторые вещи, то, что есть среди чеченцев, вот эта строгость, не шутить, там, чтобы и с ним не шутили, мы не шутим, чтобы с нами не шутили, она со временем проходит, когда ты долго живешь в другом обществе, и эти вещи ты начинаешь понимать, и мат начинаешь понимать, там, да, который говорится, не тот, который вот на мать, там, полный там, рост, когда даже сам начинаешь немножко там употреблять разные нехорошие слова, если долго находиться. И поэтому и речь вы-то между собой, это у вас друзья, например, Иван, вы братья, на самом деле боевое братство, оно иногда даже больше братство, чем по крови. Поэтому у нас братья могут и подкалывать, и даже бить тебя, там, ну, имеется в виду, и в шутку, и бороть тебя, и все остальное. Это все нам не чуждо, это все как бы и нормально. Среди друзей, близких нормально. Посторонние, он имел в виду именно посторонних. Я уверен, и его друзья, его там двоюродные, троюродные братья, с кем он
у нас есть вот эта очень жесткая субординация возрастная, и с братьями она особо не канает. А вот с двоюродными братьями она, даже если есть год, два, три разница, то это как бы не так. Двоюродный, троюродный. С ними все бывает там и так, и так. Ну, разные бывают. Поэтому шутки мы понимаем, юмор понимаем, а не такие мы отмороженные, как может показаться на первый взгляд. Особенности свои есть. Ва алейкум ассалам, говорится. Ва алейкум ассалам. Да, Муашику, я все правильно сказал. Мы, кстати, мат используем лишь для связки слов. Иван, я вообще мат не понимал, я его не приемлил вообще ни в какой форме. Но потом, когда ты живешь в обществе, в другом обществе, в российском обществе, там, то ты понимаешь, что туда не вкладывается тот смысл, который вкладывает чеченец, например, в этот мат. Если чеченец вкладывает, что, если говорит он матом, то он, ну вот от всей души он тебе этого желает. А русские или россияне, они не так это вкладывают. Там это такой оборот речи, как ты говоришь, для связки слов. Еще есть, я могу сказать, что мы по-разному называли оккупантов, которые к нам пришли. Ну, в основном говорили мюжги или раски, мужик или русский. Это вот максимальное, что мы их там называли. Вы используете вот для против оккупанта очень интересное слово, похожее на которое ты только что писал. И даже в бою, даже когда раненые, даже и когда я смотрю видео, и когда вы, защитники Украины, говорите вот это слово на них, на этих орков, вот это матершинное слово, я думаю, почему мы не придумали это слово говорить на них тогда? Это самое подходящее для них слово. Так что слава ЗСУ, слава Украине. Так, друзья, давайте я начну читать, продолжу читать наш интересный документ. Итак, Ахят Эдигов, 20 лет борьбы чеченского народа против агрессии Кремля. 11 декабря 2014 года, друзья. Так. Итак, я немножко увеличил, чтобы и вам читать удобнее было, и чтобы картинки было видно, которые здесь есть. Итак, вчера мы остановились на том, что в Украину поехали наш генерал Иса Мунаев и так далее. Далее. Самое интересное начинается вот тут. Хотя и вчерашнее было очень интересное. Смотрите, друзья. Вопрос легитимности власти в период оккупации Чеченской Республики Ичкерия. Вернемся к вопросам Совета старейшин чеченцев в Европе. А это мы вчера читали. Или не читали? Откуда? Подождите, где мы остановились? Да, это... Нет. Ну ладно, читали, не читали, начну отсюда. Сейчас, где это было? Вот отсюда. Вернемся к вопросам Совета старейшин чеченцев в Европе. После февральской революции 1917 года в России царь отрекся от престола, и 4-я Госдума образовала Временное правительство. Однако 25 октября 1917 года по старому стилю большевики завершили государственный переворот, свергнув Временное правительство. На следующий день, 26-го, они объявили о своем правительстве, так называемом Совете народных комиссаров России. А 10 июля 1918 года большевики приняли Конституцию РСФСР, назвав ее Конституцией Федерации национальных республик и волеизъявлением народов. Хотя, внимание, эти народы не голосовали за создание Федерации. Здесь сейчас будут очень интересные моменты, друзья, исторические моменты и очень важные. То есть РСФСР формировалась незаконно вместо царской России.
В декабре 1922 года в Москве был созван первый съезд Советов, который провозгласил создание нового государства, Союза Советских Социалистических Республик. Договор об образовании подписывают только большевики, как союз 4 республик: РСФСР, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация. Мнения же народов снова не учитывались. Значит, смотрите, ни РСФСР, ни СССР не формировались в законном порядке. Просто вписывалось и присоединялось, и все. И сейчас разные, я уже от себя немного добавляю, как вы понимаете, сейчас, когда разные имперцы нам рассказывают, что Советский Союз распался незаконно, мы должны восстановить, дело в том, что и Советский Союз был незаконным. Россия, как сама по себе, это несостоявшееся незаконное образование. Никогда не было государством и не будет никогда полноценным человеческим государством, пока она является империей. Вот что писал по этому поводу Джохар Дудаев. Ни в договоре об образовании СССР, ни в Конституции РСФСР и СССР не упомянуто, от чего имени РСФСР заключает договор об образовании Союза. И уполномачивались ли высшие органы РСФСР народами, в частности чеченским народом, на его подписание. Лишь в Конституции РСФСР 1937 года появляются упоминания о составе автономных республик, других национальных образований, входящих в Федерацию. Отметим, что еще 17 октября 1917 года, за 2 с лишним месяца до большевистской революции, чеченцы восстановили свою независимость, провозгласив чечено-дагестанский имамат. А 11 марта 1918 года они приняли декларацию об образовании независимой республики Союза горцев Северного Кавказа и Дагестана, Горская республика, так как независимого государства. И его признали Турция и Германия. Таким образом, даже только основанное на захвате право Российской империи по владению и управлению Чеченией не перешло к РСФСР. То есть Российская империя нас захватила, и даже вот кроме вот это право, которое у них, и даже этим правом они не воспользовались. Мы и в империи не были законным образованием, мы были оккупированы, захвачены. Скажем, что за весь так называемый советский период отсутствует юридический документ, подтверждающий добровольное вхождение чеченского народа в состав РСФСР. Из-за этого вытекало, что Беловежское соглашение, декабрь 1993 года, славянских государств, реалии которого признало мировое сообщество, согласно международному праву, автоматически подтверждало и чеченскую независимость. Другое дело, что при развале Советской империи грубо были нарушены права народов этой страны, предоставляемые им Конституцией СССР и современным международным правом. Как и в 1922 году, когда большевики незаконно, минуя мнение народов из царской империи, создали СССР, так и 31 марта 1992 года переметнувшиеся русские шовинисты и великоимперские фашисты в лагерь Ельцина вместе с ним незаконно стали создавать новую империю РФ Россию. Мы говорили выше, что за весь так называемый советский период отсутствует юридический документ, подтверждающий добровольное вхождение чеченского народа в состав РСФСР. На примере Чеченской республики Ичкерия с января 1994 года, пояснение. Вначале она называлась Чеченской республикой, и только после того, как Россия незаконно внесла в свою конституцию, которую она приняла на 1,5 года позже нашей конституции, в 93-м она вписала, мы в 12 марта приняли, 92-го, а они в декабре 93-го незаконно писали в нашу Ичкерию, в нашу Чеченскую республику, в свою конституцию. И тогда мы были вынуждены приписать к нашему названию, к нашему государству Чеченская республика Ичкерия. Это произошло буквально через месяц в 94 году в январе, после того, как Россия вписала нас в свою конституцию незаконно. Воссозданная в 1991 году, с населением около 1 миллиона человек и площадью до 15 тысяч квадратных километров. Рассмотрим, как развивалась
Советская империя и образовывалась новая РФ Россия. Вот что на этот счет писал президент Дудаев. Чеченское национально-государственное Чеченское национальное государственное общество исторически складывалось и организовывалось на принципах свободы, равенства и демократии, консолидируется в крепкую нацию при помощи уникального субэтнического механизма. Этой социальной организацией объясняется та беспримерная стойкость чеченцев в долголетней борьбе с русскими, которая прославила их. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона, том 76, страница 788. С началом реформистских преобразований СССР перед чеченской нацией открылась реальная историческая возможность восстановления своей государственной независимости свободным волеизъявлением народа на принципах международного права и демократии. 26 апреля 1990 года Верховный Совет СССР принимает закон о разграничении полномочий между СССР и субъектами Федерации. В статье 1 указанного закона сказано, что автономные республики и советские социалистические государства являются субъектами СССР. 12 июня 1990 года одна из 15 союзных республик бывшего СССР, Российская Федеративная Социалистическая Республика РСФСР, приняла декларацию о государственном суверенитете РСФСР в составе СССР, декларировав право народов на свой суверенитет и независимость. Согласно положениям этой декларации, автономным республикам, насильственно присоединенным к РСФСР в советский период, представлялось право провозглашения своего суверенитета и построения своего независимого государства. Этим правом попытались воспользоваться несколько народов: татарский, башкирский и некоторые другие. Состав СССР часто менялся. Такое случилось 26 апреля 1990 года. К союзным республикам добавили еще 15 плюс 1, Чечено-Ингушская республика. Союзных республик только из РСФСР, что 12 июня 1990 года было подтверждено Декларацией о государственном суверенитете РСФСР. 24 мая 1991 года эти изменения вносятся и в Конституцию РСФСР. Понимаете, да? В РСФСР были автономные республики, в том числе Чечено-Ингушская республика, автономная, как она называлась. Во-первых, это незаконно ущемлять в правах. И только в авторитарных режимах и таких тоталитарных государствах, как Советский Союз, могли кого-то принижать и делать их автономными, а не союзными. Ну так, на выше ставили уровень. Но 26 апреля сама Россия приняла закон, что она принимает декларацию о государственном суверенитете РСФСР. И таким образом все автономные республики имеют право также стать независимыми. И после этого она 12 июня принимает декларацию о государственном, и 24 мая эти изменения вносят в Конституцию. С момента развала СССР 8 декабря 1991 года прекратилось и действие законодательства СССР. Понимаете, да? Законодательство СССР прекратило свое существование. С того дня все республики из бывшего СССР реально получили полное право беспрепятственного выбора своей судьбы в соответствии с международным принципом о праве народов на самоопределение. Это тем республикам, которые сейчас находятся в составе Российской Федерации, так называемой Российской Федерации России. Это якуты, буряты, дагестанцы, ингуши, кабардино-балкарцы, черкесы и все татары. Все имеют право спокойно, не отчитываясь ни перед кем, не проводя никакие референдумы, спокойно начать создавать свои независимые, свободные органы власти и избирать их и жить себе припеваючи, без фашистской России. 23-25 ноября 1990 года на съезде Общенационального конгресса чеченского народа с участием более 1000 делегатов со всей Чечено-Ингушской республики, а также от внутрисоюзной и зарубежных диаспор, подавляющим большинством голосов была провозглашена независимость Чеченской республики. То есть нам рассказывают, что мы не провели референдум. Это один из козырей русских.
И тут прямо указывается, что 23-25 ноября 90 года делегаты, 1000 делегатов, избранные, отправленные на этот съезд, вот этот общенациональный конгресс чеченского народа, там было голосование, там принимали. Это как в Америке, представители, да, в Америке не все голосуют сперва за представителей, и только представители уже голосуют за президента. Приблизительно таким вот образом произошло и, скажем так, референдум, да, волеизъявление народа произошло именно вот таким образом. Чтобы вот нам вот эти сказки не рассказывали разные умники. И это произошло, заметьте, в 90-м году, 23-25 ноября. Советский Союз существует, он развалится только через год и месяц. На 8 декабря он развалится, или там какого, 15-8 он перестанет существовать. 12 июня 1991 года Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики принял закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию ЧАСР, в которой Чечено-Ингушская Республика юридически становится подписантом нового союзного договора, заключение которого в соответствии с итогами всесоюзного референдума планировалось на август 1991 года. Еще раз я буду просто делать свои замечания и комментарии по этим вещам, потому что это очень важно, друзья. 12 июня 1991 года Советский Союз еще существует. Он перестал существовать только в декабре 1991 года. И в это время, 12 июня 1991 года, происходят вот эти действия. Вот закон принимается именно о внесении изменений, дополнений в Конституцию ЧАСР. 19-22 августа 1991 года военно-политическая группировка из высших эшелонов власти СССР ГКЧП совершает путч, в планах которого стали известны чудовищные факты широкомасштабных акций, подготовленных для проведения половины наиболее активной и не поддающейся психологии раба чеченской нации, и провести новую депортацию его остатков в глухие регионы России для последующей ассимиляции. Эти документы и свидетельства проходили в следственных делах судебно-уголовного процесса над путчистами. Опять свою ремарку внесу в это. ГКЧП, когда было, вы помните. Вы помните про грузовики-длинномеры, там 500 или 5000 их было загнано в нашу республику в начале, вот, 91-м, вот в это время. Вот так с тех пор они планировали геноцид чеченского народа. Ну, может, грузовики были попозже, но вот документы подтверждают, что ГКЧП, если пришел к власти, они планировали геноцид чеченского народа. И в этом им, я в других документах это читал, Завгаев, есть еще пока живой, Доку Гапурович Завгаев, должен был принять в этом участие. Он тогда поддержал ГКЧП, и поэтому ему, ГКЧП, как известно, проиграл, и поэтому его просто смели. После провала августовского путча в лагерь Ельцина переметнулись русские шовинисты и великоимперские фашисты, которые начали подготовку к реваншу через государственный переворот. Демократия в России потерпела поражение в коридорах власти. Союзные органы власти СССР, попавшие в шоковое состояние, начинают утрачивать свою власть. В этих условиях, начиная с сентября 1991 года, чеченский народ в строгом соответствии с международно признанными нормами права, используя легитимные механизмы, электоральные институты исключительно на свободном волеизъявлении чеченского народа через Общенациональный конгресс чеченского народа, приступил к восстановлению и формированию государства Чеченской Республики Ичкерия. Обращаю ваше внимание, сентябрь 1991 года, День независимости Чеченской Республики Ичкерия, считается, и мы его празднуем 6 сентября 1991 года. Советский Союз перестал существовать в декабре 1991 года. То есть после того, как мы уже объявили о независимости и уже жили себе припеваючи. Через 3 месяца, сентябрь, октябрь, ноябрь, да, вот 3-4 месяца, 3,5 месяца.
6 сентября 1991 года добровольно сложил свои полномочия Верховный Совет Чечено-Ингушской Республики на основании Декларации о независимости Чечено-Ингушской Республики от 27 ноября 1990 года и Закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию Чечено-Ингушской АСР от 12 июня 1991 года. Общенациональный конгресс на своем третьем созыве в сентябре 1991 года 97,3% подтвердил решение Верховного Совета Чечено-Ингушской Республики и независимость Чеченской Республики. На этом же заседании ОКЧН избрал законодательный орган Временный Совет из депутатов всех уровней СССР, СФСР, ЧИР для выработки и принятия основополагающих законодательных актов Конституции Чеченской Республики, закон о выборах, закона о гражданстве, закона о деятельности президента и парламента, закона о референдуме, положение Центральной избирательной комиссии. Временным советом была проведена процедура формирования Центральной избирательной комиссии, принятия гражданства Чеченской Республики, организация проведения самих выборов. В конце сентября 1991 года становятся известны планы нового имперского режима Ельцина, направленные на очередной переворот путем временного тактического распада СССР. Это ускоряет процесс образования новых легитимных органов власти Чеченской Республики в строгом соответствии с Конституцией Чеченской Республики и волеизъявлением чеченского народа. 27 октября 1991 года под контролем 26 иностранных наблюдателей и в присутствии представителей 38 государств мира без существенных замечаний завершается кампания по избранию высших органов представительной и исполнительной власти в новой Чеченской Республике. Чеченский народ свободным волеизъявлением, соблюдением всех норм демократии избрал своего президента 90,1% и свой парламент 72%. 28 октября 1991 года юридически окончательно определилось, что первым президентом независимого государства Чеченской Республики стал генерал военно-воздушных сил СССР Джохар Дудаев. Акт результатов выборов подписан представителями государства Грузия, Эстония, ОНН. 1 и 2 ноября 1991 года Чеченская Республика де-юре закреплена как независимое государство актом о государственном суверенитете Чеченской Республики в соответствующих документах президента и парламента Чеченской Республики. Таким образом, еще до развала СССР на его территории образовалось еще одно новое союзное государство в лице Чеченской Республики. И все действия чеченского народа и его местной власти были инициированы высшей властью страны и соответствуют законам СССР, РСФСР и ЧАССР. Как вы понимаете, законы СССР и РСФСР нам соблюдать не следовало, потому что ни РСФСР, ни СССР, они сформировались незаконно. Но мы их соблюли, потому что после Второй мировой войны было принято современное международное право, и в соответствии с ним мы шли по букве. Хотя всю историю с Россией у нас никакие договора не выдерживают там никаких испытаний, но все равно мы соблюдали закон. Однако в ночь с 8 на 9 ноября, накануне назначения инаугурации президента Чеченской Республики Ичкерия, вооруженными силами РСФСР была совершена первая агрессия. Обратите внимание, это для меня тоже очень интересно. 91 год, 8-9 ноября, смотрите. На нас первый раз нападает РСФСР, не Российская Федерация Россия, а Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 8-9 ноября. Как только мы избираем себе президента и парламент, на нас происходит через неделю первая агрессия. Вот вам Советский Союз как возрождается. Была совершена первая агрессия против молодого государства Чеченской Республики. Отборные российско военно-воздушные десантные силы были брошены для подавления чеченского свободолюбия и осуществления новой попытки реализации старых планов по уничтожению и депортацию чеченцев. Практически весь народ поднялся на защиту своей независимости и выгнал российского агрессора с чеченской земли.
Я помню это время. Да. Потерпев позорное поражение, российский правящий режим временно отступил и затаился, опасаясь навредить успешному проведению готовящегося в то время переворота по свержению власти в СССР. С этой целью 8 декабря 1991 года 3 руководителями союзных республик Ельцин Россия, Кравчук Украина, Шушкевич Белоруссия были подписаны так называемые Беловежские соглашения, которые денонсировали договор о Союзе СССР от 1922 года, признав незаконность данного государственного образования, возникшего вследствие большевистского переворота 1917 года. То есть они сами признали, что Советский Союз был незаконен, тогда подписывая Беловежские соглашения. Понимаете, да, на каком основании они? За то, что СССР был незаконен. На этом основании они его существование прекратили. Это произошло 8 декабря 1991 года. РСФСР объявила себя правопреемником СССР. Безусловно, юридически этот факт был нелегитимен, как с точки зрения международного права, так и по законодательству СССР, поскольку из состава СССР можно выходить только отдельным республикам или группам республик, а СССР продолжал существовать до тех пор, пока оставалось в нем хотя бы 2 республики. Следует отметить и то, что 17 марта 1991 года был проведен всесоюзный референдум, на котором подавляющее большинство населения высказалось за сохранение СССР. При этом Чеченская республика и Балтийские республики вообще не приняли в нем участие. Чеченский народ никогда не признавал себя ни Российской, ни Советской империей, ни Царской империей, добавлю от себя. 12 марта 1992 года Чеченская республика принимает свою конституцию, а российские руководители еще только работают над новым, ставшим впоследствии камуфляжным договором о создании Российской Федерации на базе ее бывших административно-колониальных территорий. Таким образом, с принятием и вводом в действие Конституции чеченский народ восстановил насильственно прерванную государственную независимость. Статья 1. Конституция Чеченской Республики гласит: Чеченская Республика – суверенное, независимое и независимое демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа и тем самым закрепляет субъектность международного права. 13 марта, то есть на следующий день 1991 года, легитимное правительство Грузии признает независимость Чеченской Республики. Это тем, кто говорит, что нас никто не признал. А вот что говорит по вопросу признания Чеченской Республики 13 марта 1992 года Бессарион Гугушвили, премьер-министр правительства президента Гамсахурдия, а в 2005 году власть Грузии еще раз подтвердила это решение. 31 марта в Москве в принудительном порядке был подписан новый федеративный договор, закрепляющий новые колониальные статусы российских народов и декларирующий новое государственное образование Российской Федерации Россия. С данного момента РСФСР перестала существовать. Чеченская Республика этот федеративный договор не подписала. В то время отказались поставить свою подпись Татарстан и Башкортостан, хотя впоследствии они все же это сделали. Таким образом, и де-факто, и де-юре Чеченская Республика с тех пор уже никак не входит в состав Российской Федерации. 4 июня 1992 года Верховный Совет Российской Федерации принимает закон об образовании Ингушской Республики в составе Российской Федерации Россия. При этом отсутствуют какие-либо упоминания о Чеченской Республике, что де-факто подтверждает также признание Москвой независимости Чеченской Республики. 7 июля 1992 года российские вооруженные силы и последний имперский солдат покидают пределы Чеченской Республики. Это первая территория СССР из стран социалистического лагеря, откуда были полностью выведены российские войска, что также подтверждает признание России независимости Чеченской Республики.
В октябре 1992 года Россия использовала так называемый Осетино-Ингушский конфликт, вновь бросила вооруженные силы для совершения повторной агрессии против чеченского государства. Российские войска вторгаются, вторая агрессия, Аяд Эдигов, и оккупируют часть территории Чеченской Республики. Во избежание военного противостояния сторон и неприменения сил в дальнейшем заложении фундамента под будущий договор между Чеченской Республикой и РСФСР в сентябре 1992 года были проведены переговоры и подписан протокол о выводе войск и неприменении силы. Этот юридический акт является подтверждением признания российской стороной Чеченской Республики как независимого государства. После расстрела Верховного Совета РСФСР в стране наступает тоталитарный, кровавый режим правления. Борис Ельцин, по примеру своих предшественников, разрабатывает и создает новую, удобную для его режима Конституцию. В Конституцию, принятую 12 декабря 1993 года, на 1,5 года позже нашей, методом опроса населения, заметьте, как у них Конституция, насколько она легитимна и законна, опрос проводился населения. Некоторых регионов России Чеченская Республика незаконно вносится как часть территории РФ России. Это вопиющее правовое нарушение. Единственный прецедент в мире остается без какого-либо внимания со стороны ООН и мирового сообщества. Практически весь 1994 год российский режим реализовывал разработанный реваншистский план по уничтожению чеченского государства и геноциду его народа. На закрытом межведомственном совещании в Москве 25 августа 1994 года принимается окончательное решение о приведении чудовищного плана в действие. Газета «Сегодня», 13.09.1994 года, который готовился в течение 8 лет. Газета «Кавказ», номер 256. Обратите внимание, еще получается с 1986 года они готовили этот план. 26 ноября 1994 года преступный военно-политический режим под видом оппозиционных сил совершает военную агрессию против Чеченской Республики Ичкерия. Это была третья военная агрессия России только за последние 3 года против Чеченской Республики Ичкерия. Сотни российских солдат и офицеров были взяты в плен. 30 ноября 1994 года Борис Ельцин подписывает секретный указ 2137-С, согласно которому российским военным предписывается совершить специальную военную операцию против Чеченской Республики Ичкерия. Вам ничто это не напоминает про специальную военную операцию? 1 декабря 1994 года председатель... Обратите внимание, что Аяд это пишет в 2014 году. Специальная военная операция запускается в 2022 повторно, уже против Украины. 1 декабря 1994 года председатель правительства РФ Чернобыльдин издает секретное распоряжение 1887-Р, содержимое которого является недвусмысленной констатацией по уничтожению Чеченской Республики Ичкерия, чеченской нации и депортации остатков населения ее в российские окраины – Астраханскую, Волгоградскую, Оренбургскую, Ульяновскую и Саратовскую области, то есть рассредоточение на огромных пространствах. Слово «депортация» в документе заменено словом «эвакуация», а сами эвакуируемые, в кавычках, закрепляются там постоянно, безвозвратно. То есть, как это было, когда нас отправляли в 1944-м под видом депортации, совершали геноцид в Казахстан и Среднюю Азию. Отправляли. Тогда тоже безвозвратно нас писали, что мы не должны вернуться. И не должны были вернуться. Если бы не усилия Абдурахмана Алтарханова и других людей тут на Западе, которые добились того, что Россия вынуждена была пересмотреть после смерти Сталина этот план. Планы по депортации, ассимиляции и русификации чеченского народа получают свое дальнейшее развитие и в постановлении правительства России 1360 от 9 декабря 1994 года.
11 декабря 1994 года, несмотря на назначенные на 12 декабря 1994 года мирные переговоры в Владикавказе между специально уполномоченными делегациями ЧРИ и РФ, игнорируя достигнутые соглашения, Россия осуществляет четвертую агрессию против чеченского народа. О масштабах этой войны, жертвах и разрушениях благодаря средствам зарубежной массовой информации стало известно всему миру. Чеченский народ без колебаний вступил в ожесточенную борьбу с неизмеримо превосходящей силой противника и не намерен отступать и сдастся. Основной причиной начала новой русско-чеченской войны является политика Кремля по восстановлению временно утраченных территорий Российской империи. И на пути реализации ее программы оказывается несговорчивый, неуступчивый и сопротивляющийся чеченский народ, не поддающийся психологии раба. В этой схватке с новой империей зла и сопротивление чеченского народа во главе с руководством суверенной Чеченской Республики Ичкерия наш народ одержал победу. Кремль, потерпев поражение, вынужден был вывести свои войска с территории нашей страны к концу декабря 1996 года. Из прессы. К началу 1996 года число войск Кремля в Чечне достигло 462 тысяч человек. Аргументы и факты номер 1, 1996 год. На маленькой, до 15 тысяч квадратных километров. Это меньше Киевской области. 462 тысячи. Все это наглядно еще раз продемонстрировало всему миру о легитимности власти чеченского народа, избранной им 27 октября 1991 года. В январе-марте 1997 года в Чеченской Республике Ичкерия прошли очередные выборы власти на основе Конституции Чеченской Республики Ичкерия, суверенного чеченского государства. Эти выборы прошли при участии в их проведении миссии ОБСЕ в Чечении 55 государств мира. Однако Кремль и после этого не отказался от своих планов. И снова были его провокации и всеобъемлющая блокада Чеченской Республики Ичкерия. Власть ЧР Ичкерия и ее народ остались без всякой помощи и внимания от остального мира для восстановления разрушенной страны и укрепления легитимной власти. И это бездушие было проявлено в отношении нашего народа. В этой ситуации Чечения кишела кремлевскими агентами внешнего и внутреннего влияния. Они пробрались в структуры власти Чеченской Республики Ичкерия, содействовали убийству врачей из Красного Креста в селе Атаги, убийству связистов из Англии и Новой Зеландии и похищению журналистов. Требования президента Масхадова к Москве выдать подозреваемых в преступлениях лиц, находящихся в РФ России, оставались без ответа. Остальные страны мира, его международные правительственные и общественные организации ООН, Совет Европы, ПАСЕ, ОБСЕ и многочисленные общественные организации к русско-чеченским отношениям строили свою позицию из того, что якобы территория суверенного демократического чеченского государства в кавычках является территорией РФ. Позвольте спросить, по какому праву? Чиновники из этих стран и организаций смотрели на чеченскую государственность снисходительно и говорили лишь о том, что нужно остановить войну. Войну, которую Кремль развязал при их отчужденности от своих обязанностей, принятых ими в рамках международного права. Так и в Конгрессе США в 2001 году мне пришлось встречаться с таким мнением. Подождите, скоро РФ Россия станет демократической страной, и тогда решится чеченский вопрос, уверяли там. А Чечения уже второй год была в очередной кровавой схватке с новой так называемой демократической РФ Россией. Колин Пауэлл, госсекретарь США, по этому вопросу открыто сказал: после нападения 11 сентября Россия устами своего президента Владимира Путина предложила нам свою помощь. А мы в обмен на это согласились не упоминать о злоупотреблениях российской армии в отношении мирного населения Чечни. Слово злоупотребление, вот которое я выделил, я как
человек, который очень много знает об этих злоупотреблениях, могу заявить, что это были преступления против человечности, геноцид и военные преступления. Это злоупотребление. Пятая агрессия Кремля против Чеченской Республики Ичкерия началась 31-го после изгнания его. Пятая агрессия Кремля против Чеченской Республики Ичкерия началась 31, по-моему, июля, это должен быть здесь опечатка, июля, после изгнания его войск. 17 июля через 31 месяц, все правильно, извиняюсь, я просто не понял. Пятая агрессия Кремля против Чеченской Республики Ичкерия началась через 31 месяц. То есть чуть менее 3 лет мы успели побыть вот в этот межвоенный период. После изгнания его войск 17 июля 1999 года. Ночи, запомните, вот это последняя пятая агрессия фашистской России, которая больше никогда не совершит против нас агрессии, Дармула, началась 17 июля 1999 года. Кремль на этот раз обвинил власть Чеченской Республики Ичкерия в нападении на РФ в Россию в районе Дагестана. Хотя отряд добровольцев во главе с Шамилем Басаева выдвинулся туда в анклав сел Карамахи и Чабанмахи лишь 6 августа 1999 года, почти на 3 недели позже того, как началась российская агрессия против Чечении. Этот анклав Кремль сам скармливал и лелеял для того, чтобы он сослужил ему службу в развязывании агрессии против Чечении. В 1996-1997 годах в Буйнакском районе образовался ваххабистский анклав, объединивший несколько сел с центром в Карамахи. Ваххабиты изгнали представителей власти и объявили о введении шариата. Премьер России Сергей Степашин, посетивший Карамахи в 1998 году, назвал местных ваххабитов нормальными ребятами. Президент Масхадов, зная об этих планах Кремля, осудил поход добровольцев в Дагестан, хотя отдельные его министры открыто по ТВ с ним не согласились и поддержали этот поход. Империя, как мы знаем, Ахмед Закаев был один из тех, кто поддержал этот поход. Империя, как и в прошлом министр культуры тогда, у себя, как мне рассказывал Муса Таипов, у себя в Министерстве культуры он организовал даже штаб, вот этот, чтобы вы понимали просто картину. Кто тогда Вторую войну там начинал, мы говорим Басаев, а там не только Басаев был. Хотя это не начало войны было, но это было то, что русские пытались продать, как это нападение на Россию. Маленькая на карте, которую не разглядеть, Ичкерия нападает на Россию. Империя, как и в прошлые времена, стремилась подменить, изобразить в мире национально-освободительное движение чеченского народа против агрессии в религиозную борьбу за всемирный джихад. В окружении президента Масхада все больше стало людей религиозного толка и людей, пренебрегавших законодательством Чеченской Республики Ичкерия. Так отдельные министры Ахмед Закаев, Казбек Махашев и иные в 1998 году настоятельно агитировали президента подписать указ об изменении государственного устройства Чеченской Республики Ичкерия на шариатское правление, то есть совершить государственный переворот. Первый из них создал штаб в Чеченском драматическом театре для реализации этих планов. Я ошибся, это было не в министерстве, а вот в драматическом театре. Об этом заявил сам президент главе Конституции суда Чеченской Республики Ичкерия Умару Дендиеву в моем присутствии. Некоторые из этих так называемых активистов и сегодня действуют на Западе. Обратите внимание, друзья, Ахмед Закаев тогда призывал нас изменить государственный строй и ввести форму шариат, правления шариата. Затем, когда Докка на самом деле объявил о шариате, о джихаде и начал сражаться, он стал демократом. И когда и обвинил Докку, что он украл 500 миллионов, после того, как
Докки не стало, прошло вот столько времени, теперь он снова переходит на то же, о чем говорил Докка, и возвращается вот к своему вот этому шариатскому правлению. Уже, по крайней мере, мы знаем, что 3 раза его мнение поменялось. Если не считать, что вначале он был коммунистом, ну, советским человеком, затем он был демократом, затем он хотел стать шариатчиком, затем он снова стал демократом и опять стал шариатчиком. Ну, уже раз 5 тогда получается. Но причины были в другом. Так, некоторые из так называемых активистов сегодня действуют на Западе в роли так называемых демократов, в кавычках. Они пытаются оправдаться, утверждая, что в 1998 году это нужно было для снятия напряженности в стране. Но причина была в другом. Легитимную власть, избранную чеченским народом в 1997 году при участии ОБСЕ 55 стран мира и наблюдателей почти из 200 стран мира, пытались столкнуть с правового пути всеми возможными провокационными способами. И это было в интересах имперского Кремля. Хотя указ президента о шариатском правлении не имел юридической силы в соответствии со статьей 5, часть 2 Конституции и был отменен парламентом Чеченской Республики Ичкерия, но сыграл немалую роль для помощи Кремлю, который готовился к агрессии против Чеченской Республики Ичкерия и его народа в 1999 году. Друзья, пожалуйста, у кого есть возможность, вот этот кусочек вырежьте, передайте тем, кто говорит, что Аят Эдигов там заложил там шариатскую форму правления, который наоборот отменил президентский, это не Аят Эдигов, парламент. Аят Эдигов сам ничего там не мог решать. Решает только все депутаты, весь парламент. Парламент отменил в соответствии со статьей 5, частью 2, указ о шариатском правлении президента Масхадова. Это так, на минутку, чтобы люди понимали, о чем они вообще говорят, что они, как они выглядят со стороны, чтобы им было понятно. Вот что пишет сайт Кавказ-центр по этому вопросу. С начала 2-й, 5-й, замечание Аяда Эдигова, войны работа над приведением Конституции в полное соответствие с нормами ислама продолжалась и была успешно завершена летом 2002 года на Большом Меджлисе Шура, Чирии, при участии представителей всех ветвей власти. И теперь статья номер 1 Конституции Чирии гласит: Чеченская Республика Ичкерия – суверенное, независимое, исламское правовое государство, созданное в результате самоопределения чеченского народа. Источником всех принимаемых решений является Коран и Сунна. Конечно, все эти заявления и решения не имеют ничего общего с волей чеченского народа и Конституцией Чеченской Республики Ичкерия. Они не имеют юридической силы по статье 5, часть 2, и противоречат статьям 61, статья 2, часть 2, статья 17, часть 3, статья 115, часть 1 Конституции. Ну какой негативный, в кавычках, авторитет в мире он создал чеченской государственности, и как развязала руки Кремлю для совершения преступлений против нашего народа. Кремль готовил ситуацию как мог, указывая пальцем на власть Чеченской Республики Ичкерия как на власть, пренебрегающую мнением народа и религиозного экстремизма. И это в то время, когда власть РФ России являлась организатором и прямым виновником всех этих событий. Вновь начало с оккупации территории нашего государственного, суверенного государства, которое только начинало вставать на путь своего возрождения. Сейчас мы видим, что все эти наши отходы от легитимной базы чеченской государственности, хоть и не имели юридической силы в рамках Конституции, но в мире воспринимались как свершившийся факт и стали пропагандой в пользу Кремля, фашистующего против чеченского народа. Мы, граждане Чеченской Республики Ичкерия, не уделяя должное внимание политике, искусству возможного, направленное против чеченского народа, не используем свои возможности противодействия российской пропаганде на Западе. Однако это один из мощнейших рычагов отстаивания своих прав, от которого мы почти всегда отмахиваемся. Можно сказать, что чеченцы в военном противостоянии всегда проигрывают не силе,
а со стороны политической близорукости. И не обладая этим искусством, политическая зрелость каждого из нас, осознание единства всего мира в направлении этого развития, нам будет все труднее в этом мире отстоять свои права, права нашего народа и личности. Конечно, правы и те, кто скажет, что это было поручено президенту и парламенту Чеченской Республики Ичкерия. Но не оправдывая власть, скажем, что почти каждый из нас в этой схватке за свою и близких нам людей свободу, за будущее наше поколение что-то не досмотрел, упустил. Мы всегда думаем о дорогих нам людях, желаем им всяческих благ и беспокоимся за их безопасность. Но смолчали когда-то, не сказали отступнику от наших ценностей открыто в глаза о его предательстве. Проще теперь спросить себя, желаешь ли ты, чтобы наши близкие, дети и внуки утеряли чеченский язык, веру, традиции, культуру, основу нашей цивилизации. И тогда придет осознание того, что надо делать всем вместе сообща. История и география как бы предопределила судьбу чеченского народа, выжить со своей цивилизацией и влиться в единство разнообразия народов мира, или сгинуть, растворившись в общей массе. Вопрос лишь в том, что мы выбираем. Могу предположить, что никогда не поздно задуматься над этим вопросом и молодому, и старому человеку. Если ты ощущаешь себя ответственным за судьбу близких тебе людей, если думать о том, что в условиях новой Российской империи для чеченского народа в нашей оккупированной стране уготовлено благополучие, а не обречение на ассимиляцию или очередное кровавое истребление через 20-30 лет, то мы с вами, мягко говоря, заблуждаемся. Достаточно задать себе вопрос, нужно ли возрождение чеченского народа имперскому Кремлю? Нет. И это правда, которую знает каждый. Этот текст, я еще раз напоминаю, написан в 2014 году. Он здесь говорит 20-30 лет об очередном кровавом истреблении. Не прошло этих 20-30 лет. Прошло 8 лет. И сейчас нас истреблять продолжали, и сейчас отправляют на убой в Украину воевать. Вот что ждет нас, будучи в империи. И те люди, это я уже от себя говорю, друзья, просто это моя такая ремарка, те люди, которые сегодня служат России, получают от нее деньги, носят ее оружие, ее форму, эти люди являются теми, кто готовят нас к истреблению, которое уже началось. Вот о чем мы должны говорить. О том, что истребление нас уже идет. Несомненно, главным виновником той ситуации, в которой мы оказались, является новая империя в лице Московского Кремля. Но это не снимает с нас с вами ответственность за наше бездействие, главным образом замкнувшихся лишь на выживание в новых оккупационных условиях РФ, России и других странах мира. Есть законные, дозволенные международным правом способы борьбы за свои права. Так было с Восточным Тимором, так было с балтийскими странами и другими народами, добившимися восстановления своего государства. Очередная агрессия РФ России с 1999 года принесла новые разрушения, страдания людей. Основной удар Кремля в этот раз был направлен против граждан Чеченской Республики Ичкерия, которые в очередной раз своей поддержкой власти ЧР Ичкерия в 1996 году одержали победу над армией РФ России. За это именно людей обстреливают из орудий и ракет, бомбят из самолетов, расстреливают на автобусных остановках и в полях. Тысячи бесследно пропадают, столько же истязают, унижают в концентрационных лагерях. К 2004 году число убитых людей в Чечении с учетом погибших в предыдущей войне достигло более 250 тысяч, и более 40 тысяч из них только дети. Сотни тысяч мирных людей стали беженцами по всему миру. Вот пример из прессы. Сравнивая ситуацию в Украине и на Северном Кавказе, Чечения, Владимир Путин заявил, что между ними разница огромного масштаба.
действительно огромного, просто-таки несопоставимого масштаба. 4 февраля 2001 года, к примеру, в штабе российской объединенной группировки войск отметили, что с 1 октября 1999 года самолеты фронтовой авиации выполнили, внимание, в Чечению, более 12 тысяч боевых вылетов, в том числе 5100 вылетов бомбардировщиков Су-24 и 7300 вылетов штурмовиков Су-25. Это сообщение вместе с тысячами других приводится в книге «Здесь живут люди», часть 2 и 3, размещенная в сети. Однако, как показывает время, и сегодня сопротивление чеченского народа не сломлено, оно решительно набирает обороты. Да, мула. В ситуации, когда решимость борьбы чеченского народа против оккупантов не угасает, как было всегда и в прежние времена, мы, молодые и взрослые, женщины и мужчины, люди старшего поколения, кто находится на западе и внутри Чечении, обязаны объединить свои усилия на основе законодательства Чеченской Республики Ичкерия и международного права. Прежде всего для того, чтобы отстоять в международных инстанциях правовую основу устремлений чеченского народа по деоккупации территории нашего государства. Также необходимо активизировать общественно-политическую деятельность, демонстрации, шествия, конференции, объединяя наши усилия со всеми, кто поддерживает эту линию в мире. За рубежом, к сожалению, мы все еще не опровергли ложные измышления Кремля о так называемой незаконности воссоздания нашего государства в 1991 году. Для этого против нас на Западе привлекаются внутренние и внешние агенты влияния. Их финансируют, даже выставляют так называемой легитимной, в кавычках, властью чеченского государства. Думается, что мы должны начать с того, чтобы сообща сделать беспристрастный полный анализ чечено-русских отношений. Нужно сказать обо всех наших ошибках и отступлениях, чтобы Кремлю и его агентам влияния перекрыть поле деятельности в той мере, как это будет возможно. Отходы от Конституции Чеченской Республики Ичкерия, даже если они не имеют юридической силы на международной арене, к сожалению, воспринимаются как свершившийся факт. Это усложняет наше положение и служит имперской политике Кремля. К примеру, в декабре 1997 года я в составе нашей делегации Аминат Саиева и Андрюкайтис, нашего друга, прибыли в столицу Исландии Рейкьявик. Вы можете видеть вот эту фотографию. Вот они в Рейкьявике. Обсуждался вопрос о возможности признания Чеченской Республики Ичкерия с руководством Альтинга, парламент Исландии. И вслед за нашей делегацией суверенного и независимого демократического правового государства, созданного в результате самоопределения чеченского народа, пришло сообщение по СМИ, что в Грозном шариатский суд отменил, в кавычках, новогоднюю елку. На этом обсуждение о возможности признания Чеченской Республики Ичкерия было отложено до лучших времен. К примеру, так называемый Совет старейших чеченцев Европы, который, не разобравшись в ситуации, ставит вопрос о проблеме власти, но с отходом от законодательства Ичкерия, как минимум можно назвать заблуждением. Их заявление о том, что они действуют от имени чеченского народа, говорит нам о том, что отдельные лица из них сами недостаточно компетентны в вопросах, которыми они занимаются, а доверчивых людей используют в своих корыстных целях. И к этому выводу мы приходим, когда члены ССЧ, некоторые из них являются членами Сараляпова-Закаевской группировки, хотя они в этом не признаются. И, к сожалению, старейшины все больше и больше впадают в объятия беззакония. Они не прислушались к голосу разума и логики. Их позиция неизменно фанатична. Об этом должны знать все граждане Чеченской Республики Ичкерия, ибо все мы, уважая себя, более не должны обманываться и должны решить свои вопросы сообща, открыто общаясь между собой.
В итоге 6 декабря 2014 года компания ССЧ, Совет старейших чеченцев Европы, заявила о себе словами, что руководитель кабинета министров Закаев Ахмед по проделанной и по представленному им плану предстоящей проделать работе наиболее соответствует нашему представлению о лидере, борющегося за свою свободу народа. И далее они заявляют, Совет старейшин рекомендует так называемому депутату парламента Исхану Хусейну совместно с другими членами ГКО и депутатами, оставшимися в движении сопротивления, соблюдая законы Чери и законность, приступить к восстановлению высшего органа страны ГКО. Непонятно, конечно, как можно соблюсти закон Чери-Ичкерия и создать ГКО одному или трем бывшим депутатам, которые потеряли полномочия народного избранника по известным нам причинам. Это возвращаясь к тому, что сейчас у Ахмеда Закаева есть какой-то там ГКО или ДКО, или как они там называются. Все это сделано незаконно. Абсолютно все, что делает Закаев, начиная от герба и звезд девятиконечных, это все незаконно. И я уверен, это делается умышленно, чтобы размыть четкие контуры нашей государственной атрибутики и нашей государственности. Недолго держались ССЧ на заявленных им позициях. Мы независимы в принятии своих решений и окончательно показали нам свою спаянность с Араляпо-Закаевской кампанией. Их слова и заявления оказались не совсем твердыми, и все, что от них будет исходить, уже предсказуемо. Остается выразить сожаление тем, кого они обманули. Часть 2. О правовых отступлениях так называемых депутатов парламента. В 1997 году парламент Чери-Ичкерия с общим числом депутатов 63 избрали лишь 58 человек. Да избрать остальных депутатов не получилось потому, как не были решены спорные вопросы по округам. Кроме того, 3 депутата были выведены из парламента, а 2 депутата погибли. В ходе военных действий с 1999 года до начала 2002 года погибли и умерли еще 6 депутатов. До 2001 года за пределы Чечении и РФ в России выехали 12 депутатов. На территории Чечении от общего их числа 63 депутата парламента тогда оставалось лишь 35 депутатов, которые могли принять участие в заседании парламента, что недостаточно для рассмотрения конституционных вопросов. 26 октября 2003 года умер исполняющий обязанности председателя парламента Чеченской Республики Ичкерия Дардаил Хиряев. Отметим, что для принятия решения об изменении Конституции необходимо заседание парламента и решение 2/3 общего числа депутатов парламента, статья 115 Конституции, то есть 2/3 умножить на 63, 42 депутата. Для принятия и постановления необходимо большинство голосов от общего числа членов парламента Чеченской Республики Ичкерия, статья 64, пункт 25, часть 2, то есть от общего числа депутатов парламента, равному 63, нужно 32 голоса. 12 января 2002 года несколько депутатов парламента незаконно распространили в печати так называемое постановление номер 11-2 об изменении кворума парламента Чеченской Республики Ичкерия, из чего следовало решение считать принятым простым большинством отныне действующего количества депутатов, то есть конституционная норма об общем числе депутатов парламента 63 ими пренебрегается. Они не имели права принимать такое решение без изменения статьи 115 Конституции. Для ее изменения нужно было 42 голоса депутатов, которых на территории Чечении и России вместе взятых физически не было. Их было 35. Мы знаем все имена этих депутатов. Отсюда мы видим, что было совершено грубейшее нарушение Конституции Чеченской Республики Ичкерия для захвата власти. В 2002 году на встрече в Баку об этом так называемом постановлении мне сообщил один из известных нам депутатов, Хусейн Исханов. С этим постановлением невозможно было согласиться, но этот депутат пытался преподнести это постановление как документ, который соответствует Конституции Чеченской Республики Ичкерия.
По понятиям этих депутатов, они могли позволить себе принимать любые решения, и под словом «решение» они понимали принятие не только законов и постановлений, но и посягательства на конституционные нормы. Создание кабинета министров, назначение главы государства, импичмент президенту, распуск государства и так далее. Это они демонстрируют сегодня на Западе, не говоря уже о том, что происходит в этом направлении в оккупированной территории Чеченской Республики Ичкерия от действий имперского Кремля. И действия так называемых чеченских депутатов и Кремля, как ни странно, выглядят как действия в одном направлении. При этом эти депутаты и их сподвижники пытаются сослаться на военное положение на территории страны, которое им якобы дает право принимать решения в соответствии с их понятиям. Конечно, эти утверждения не имеют под собой никаких оснований. Этого нет и не могло быть нигде прописано. Если такое право не предоставлено Конституции Чеченской Республики Ичкерия, и этого в Конституции нет, потому что такое право противоречит демократии и праву, заложенному в основе конституционного строя Чеченской Республики Ичкерия. Напомню, что в ходе военной конституции законов над всеми иными нормативными актами законы и иные правовые акты, противоречащие положениям Конституции, не имеют юридической силы. Для удобства назовем этих депутатов отступников с их постановлением номер 11-2, так называемым парламентом меньшинства. Они, ссылаясь на трудности военного времени, которые созданы нам имперским Кремлем для ликвидации чеченской государственности, желают увести законодательство Ичкерия с правовой основы, в чем и пытаются обвинить легитимную власть Ичкерия сам Кремль. Все они ведут дело к тому, что якобы власть Чеченской Республики Ичкерия отошла от правовой основы и потеряла свою легитимность. Эти депутаты стали инструментом в руках Кремля и тем самым совершили грубейшее нарушение основного закона страны. Они выступили против воли чеченского народа, который с оружием в руках отстаивает свою государственность, созданную на правовой основе с соблюдением международного права. А 4 февраля 2002 года на сайте Чечен-Пресс Закаев появляется еще одно антиконституционное постановление номер 21 с подачей так называемого депутата Вагапа Тутакова. Из него следовало, что якобы отменяется постановление номер 5 парламента Чеченской Республики Ичкерия 27 октября 2000 года о продлении полномочий органов власти Чеченской Республики Ичкерия с 28 января 2002 года в связи с российской военной оккупацией территории страны. И эта так называемая отмена полномочий, легитимная власть на территории Чеченской Республики Ичкерия, была выгодна тоже кремлевскому агрессору, но оно не имеет юридической силы. И все эти депутаты и члены Кабинета министров ЧРИ, принимавшие участие в этом преступном деянии, несомненно, сразу потеряли полномочия впредь действовать от имени власти Чеченской Республики Ичкерия. Они совершили деяния против воли чеченского народа, его свободы и конституции. По всей вероятности, эти люди держали в неведении и президента Масхадова. К примеру, что могли сказать чеченскому президенту эти его представители, которые ходили в близких друзьях российского миллиардера Бориса Березовского, который неоднократно заявлял: «Я абсолютно против независимости Чечни. Я также был против этого, когда вел переговоры в 96-97 годах». Это Березовский говорил, кстати говоря. Первый раз это слышу, но интересно. В марте 2003 года произошло еще одно событие в Москве. Группа так называемых депутатов парламента Чеченской Республики Ичкерия незаконно выступила в Кремле от имени всего парламента Чеченской Республики Ичкерия и обращением к президенту Путину и поддержали так называемый референдум оккупантов, пытаясь придать легитимность кремлевскому оккупационному режиму на территории ЧРИ Ичкерии. Один из них, Тутаков, заявил: 26 депутатов в письменной форме приняли и подписали обращение. Другой, Тимиров, говорил о 32 подписях. А 5 сентября 2003 года эти так называемые депутаты меньшинства незаконно объявили импичмент президенту Масхадову и заявили, что импичмент поддержали 42 депутата.
Однако известно, что для принятия таких решений необходимо заседание парламента с соблюдением всей процедуры. И оно не могло состояться, потому что на заседании парламента теоретически не могло быть более 34 депутатов. Кроме того, такое постановление антиконституционно. В данном случае оно совершено без соблюдения процедуры так называемой отставки президента Масхадова. Действия этой группы парламента меньшинства снова вписывались в рамки незаконного так называемого постановления номер 11-2 об изменении кворума и было использовано напрямую для оправдания преступления российских оккупантов на территории Чечении. Фактически эти так называемые депутаты и их сподвижники пытались от имени парламента Чеченской Республики Ичкерия все равно, что от имени чеченского народа заявить на весь мир, что якобы чеченский народ против своей свободы и государственности. Кто эти депутаты и сколько их? Известно, что часть так называемых депутатов Тутаков, Темиров, Исханов, Атаев ездили из Европы, Азербайджана и других стран РФ Россию на территорию оккупированной Чеченской Республики Ичкерия и возвращались обратно в 2003-2004 годы. С какой целью они этим занимались? Примечательно, что состоявшееся в сентябре 2003 года заседание парламента Чеченской Республики Ичкерия в Чечении осудило заявление так называемого парламентского меньшинства в лице Темирова, Атаева и Цамаева в Кремле. Кто конкретно из депутатов и сколько их в своем преступлении участвовали, мы не знаем, кроме нескольких имен, и пока еще не имеем возможности выяснить все их имена. Известные участники этого беззакония, о которых мы упоминаем по документам, не называют ни себя, ни своих подельников. Кремль тоже скрывает их имена. Есть информация о том, что всеми этими делами занимается всего несколько человек из бывших депутатов, которые нами обозначены как парламент меньшинства после завершения своей работы в оккупированной Чеченской Республике Ичкерия в Москве. Парламент меньшинства стал завозить в Европу депутатов парламента Чеченской Республики Ичкерия для показательного заседания. Часть из них, 15 человек, прибыла в Европу до 10 октября 2004 года. А с 2001 года в странах Европы и других странах мира было до 12 депутатов. Итого их было 27 человек. Ожидалось прибытие еще 17 депутатов. После общения с ними в Страсбурге у меня возникло ощущение того, что некоторые из депутатов были использованы вслепую. Выяснилось, что все они были направлены в Страсбург для того, чтобы устроить тут громкий спектакль самороспуска парламента Чеченской Республики Ичкерия с передачей правопреемственности так называемому парламенту кремлевских марионеток на территории оккупированной Чеченской Республики Ичкерия. И некоторые из них тут утверждали о том, что президент Масхадов все сдал русским и что с ним тоже согласны. И они с ним тоже согласны. Однако парламенту меньшинства не удалось провести заседание парламента Чеченской Республики Ичкерия, и благодаря усилиям простых чеченцев, беженцев и самих депутатов, понявших уготовленную им роль командировкой в Европу, и многие из них в скорости уехали обратно в Чечению. А несколько человек из числа оставшихся вкупе со старожилами объявили себя в роли парламента Чеченской Республики Ичкерия. Таким образом, так называемый парламент меньшинства перекочевал из Кремля в Страсбург. Чтобы легализовать себя в роли так называемого парламента, они 29 сентября 2005 года опубликовали на сайте Чечен-пресс Ахмеда Закаева так называемое заявление «Парламентское расследование», в котором бывший депутат Жалауди Сараляпов, вы его можете видеть на фотографии, обозначался председателем парламента Чеченской Республики Ичкерия, а так называемым вторым заместителем Янгулбаев, Х. Янгулбаев, в списке подписантов была и моя фамилия. Хотя я и не слышал об этом расследовании, не говоря уж об участии в ней. Так сайт Чечен-пресс назначил руководство для так называемого парламента меньшинства. Мною тогда было сделано по этому поводу специальное заявление. Чечен-пресс и прежде использовался его хозяевами в личных целях. Полную информацию об этом можно
подчеркнуть воззвание правительства Чеченской Республики Ичкерия. Необходимо сохранить Конституцию Чеченской Республики Ичкерия, принятую 12 марта 1992 года с дополнениями к ней от 3 февраля 1997 года, принятыми парламентом Чеченской Республики Ичкерия. Любые нарушения, принимаемые кем бы то ни было, против умаления, нарушения Конституции чеченского суверенного государства, считаются не имеющими юридической силы и незаконными. В этой связи сохранение законной власти, воссозданной чеченским народом при его свободном волеизъявлении в 1991 году, а затем на очередных выборах в 1997 году, есть важнейший момент истории нашего народа. В этой части депутаты, члены Кабинета министров, члены судебной власти и избранные главы органов местного самоуправления в 1997 году и назначенные ими органы власти лица обладают легитимными полномочиями. Они образовали по праву и по необходимости Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия, единственную легитимную и полномочную власть чеченского народа в нынешних условиях оккупации нашей страны. Какими бы благими намерениями, политическими, социальными, религиозными, не прикрывались исполнители преступных деяний в нарушении Конституции, они поставили себя за пределы ценностей чеченской нации, его нравственности и высокой духовности, а самое главное, против воли чеченского народа и его государственности. С того момента, как эти депутаты и государственные служащие Чеченской Республики Ичкерия переступили черту и содействовали российской оккупации, все они фактически потеряли полномочия, данные им от имени чеченского народа, быть депутатами парламента Чеченской Республики Ичкерия и членами Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Мы можем сделать заключение, отвечая на первую часть вопроса старейшин, для легитимного задействования парламента Чеченской Республики Ичкерия, чтобы он избрал одного лидера. Необходимо наличие заседания парламента Чеченской Республики Ичкерия из квалификационного большинства депутатов, не менее 42. И за это предложение должно быть подано также не менее 42 голосов при условии соблюдения регламента. А такого количества депутатов парламента Чеченской Республики Ичкерия с полномочиями быть таковыми сегодня мы не можем. На вторую часть вопроса старейшин, можно ли доизбрать на Западе из среды чеченцев депутатов парламента Чеченской Республики Ичкерия, отвечу положением статьи 2, часть 1 и 2 Конституции. Народ Чеченской Республики Ичкерия является единственным источником всей власти в государстве, и главное, выборы должны быть от имени всего чеченского народа, а не его части, как это желает сделать так называемый Совет старейшин. Об этом подробно сказано выше. Никакая часть народа, никакая организация и отдельная личность не могут присвоить власть в государстве. Незаконный захват власти является тягчайшим преступлением. В статье 64, часть 1 сказано: парламент назначает выборы членов парламента, президента и органов местного самоуправления Чеченской Республики Ичкерия. Из Конституции вытекает вывод о том, что чеченские граждане беженцы – это часть чеченского народа, а не сам народ. И потому проведение выборов или до выборов парламент или иной орган власти в отрыве от всего народа и страны недопустимо. Вопрос напрямую касается правовой основы нашей государственности и русско-чеченских взаимоотношений, сложившихся с 1991 года между нашими странами. Оккупанты хотят выставить себя защитниками и миротворцами, развязывая одну за другой военные действия не только с Чеченией, Грузией и Украиной. Если имперскому Кремлю не дать достойный отпор в политической и правовой плоскости, то народам и странам из бывшего СССР, на кого положит глаз Москва, придется очень трудно. Вопрос не только о том, чтобы мы были смелы и отважны, а в том, чтобы мы понимали, что воссоздание нашим народом государства в 1991 году это есть правовое государство, нацеленное на установление справедливости во всех сферах жизни и справедливого отношения к каждому человеку. И это прописано в нашей Конституции. И всякий тот,
Кто бы он ни был, стар или млад, мужчина или женщина, должен понимать о том, что действия наши должны быть увязаны с правильным направлением и помнить, что строгое соблюдение законодательства – это уже 51% успеха. Освобождение всей территории Чеченской Республики Ичкерия с восстановлением там легитимной власти должно быть в рамках пунктуального соблюдения всех правил законодательства, не допуская к этой работе внешних и внутренних агентов влияния Кремля, которые служат противникам чеченской государственности. Агият Идигов, председатель парламента Чеченской Республики Ичкерия с 1993 по 1997 годы, 10 декабря 2014 года. Друзья, вот вам полный текст в двух частях этого документа, очень важного, интересного документа, который нам нужен. И напоминание нам, что мы должны соответствовать международному праву и нашей Конституции. Это самый важный залог успеха всех дел. Дело в том, что нам говорят, там, что мы будем строить там, шариатское государство, что мы будем строить халифат, там еще третье, десятое. Но именно вот об этом говорит Агият Идигов. Именно это нужно русским. Те люди, которые сегодня себя называют строителями шариата, воинами там, и так далее, эти люди, если они реально воины, они должны задуматься над тем, что говорить одно, а делать совсем другое. Мы не против шариата, мы мусульмане, но шариат это такое растяжимое понятие, в каждой стране оно по-разному. Мы, чеченцы, всегда жили по шариату, и этот шариат у нас назывался адат, адат, это есть наш шариат. Мы никогда не отрубали руки ворам. Мы никогда не отрубали ноги, мы никогда не отрубали головы. У нас не было тюрем, мы были мусульманами, мы были свободными людьми, но у нас не было тюрем. Самое большое наказание после смертной казни, она тоже присутствовала, то есть за убийство убивали человека, за умышленное, преднамеренное убийство человека не всегда, но чаще всего постигала смертная казнь или убийство. За все это время самым большим преступлением, кроме вот убийства, было изгнание из чеченского общества, из демократического чеченского общества. Мы всегда были демократами. Демократия – это то, что решает народ. У нас никогда не было дворян, никогда не было аристократии, никогда не было царей. Мы не были никогда националистами, мы никогда не были крайних взглядов, по большей части наш народ. Я знаю много народов, я общался с огромным количеством народов на этой земле, в том числе в России и здесь. И я не знаю ни одного более толерантного народа, чем чеченский народ. Мне вчера написали, ты толерантный туда-сюда. Толерантный – это значит терпимый, это значит чеченец, если так. А не то, что они вкладывают толерантно. Они искажают слова, там его корень находят и так далее. Я вкладываю туда, что это нужно быть терпимым. Так вот, я не знаю ни один народ на этой земле, который дает своим детям имена национальностями других народов. Не только мусульманских народов, но и грузинами, и другими. Вы знаете, чеченцы, лучше меня. Соседними народами, дальними народами, тот же Герман, у нас есть имя. Мы не бежим, не отторгаемся от чужой национальности. Мы храним свое, мы уверены в своем. Мы уверены, что
наша культура и наша цивилизация, которую фашистская цивилизация, русистская, человеконенавистническая идеология, русизм загнала вот в это положение, в котором мы находимся, ну, мы уверены в самом себе, в своей культуре и придерживанию своих обычаев и традиций. Это наша культура, это наша цивилизация. И нам сейчас рассказывают, что мы должны построить какой-то халифат, что-то подстроить, еще что-то. То есть отказаться от того, что от вчера и сегодня я вам зачитывал. А это уже 300 тысяч. Кадыров здесь Аят Идиго говорит 250 тысяч на 2000 погибших на 2004 год. А Кадыров Рамзан заявлял, что погибло 300 тысяч. Уже в 2000, не знаю в каком, 2020 году, 2018 году он об этом сказал. Поэтому, потеряв столько людей, проведя такую колоссальную работу, имея фундамент, имея возможность стать полноценным членом международного сообщества, нам предлагают остаться под русскими. Все, кто отрицает нашу Конституцию, все, кто говорит о том, что нам не нужна эта Конституция, мы должны строить там что-то, не понимая, что они говорят. Шариат – это не арабский шариат, которым отрубают руки и ноги, это наш адат. Вот что есть наш шариат. Понимаете? И нам предлагают вернуться к нашему адату, хотя адат мы не отрицаем. Мы его не отрицаем. Наоборот, это часть нашей истории, часть нашей культуры, часть нашей самобытности. А нам предлагают отказаться вот от всех этих усилий, забыть про 300 тысяч убитых наших граждан, простить, то есть простить их убийц, потому что если нету Чеченской республики Ичкерия, то а с кого спрос тогда? С русских? А за что? Мы тогда бандиты реально получаемся. Вооруженные боевики, вооруженные бандиты, боевики получаемся. Понимаете? Вот в чем стоит вопрос. И мы, чеченцы, должны это все понять. Каждый, мы должны в головах измениться, чеченцы. В первую очередь. Несмотря на эту пропаганду, вы же многие понимаете, что там. Вы многие сами видели то, что я вам сейчас читал. Своими глазами вы это все видели и слышали, и наблюдали. Я про взрослое поколение. И мы никогда не отступим от нашей Конституции, от нашего права жить свободно и наказать виновных, тех, кто совершил преступления против нашего народа и государства. Друзья, поэтому задумайтесь, друзья, задумайтесь над тем, что было сказано, зачитано. Горец. Здесь вот, очень много в ТикТоке этих провокаторов разных бывает, поэтому никакие свои данные, ничего о себе не сообщают. Они каждый раз, когда появляется кто-то новый у меня модератор, кто-то начинает что-то говорить, сразу начинают его щупать, да он. Так, давайте ваш комментарий, друзья, я почитаю. Я вам что хотел показать? Ой, что хотел показать? Смотрите. Я хотел вам показать про Мусу Темишева. Есть такой деятель, которого очень метко, очень метко Зелимхан Яндарбиев охарактеризовал его и других. Кстати говоря, это очень тоже важно, друзья. Сколько сейчас у нас по времени? У нас эфир идет 21:44. 21:44? Как так? А почему у нас обрыв, что ли, связи было? Почему у меня показывают, что стрим идет
не так долго. Ну да ладно, разберемся потом. Смотрите, друзья, очень-очень интересно, да. Смотрите. Вице-президент Чеченской Республики Ичкерия Зелимхан Яндарбиев о тейповых съездах в 1993 году. Да, у нас есть такие отделения. Это как, ну они разные, там 4 видов есть тейпы. Тейпы есть по месту происхождения, по родству, по ремесленничеству и еще что-то, я уже не помню. Но неважно. Мы соблюдаем тейпы, мы друг друга определяем, кто откуда, настоящий, не настоящий, левый, правый, все такое. Именно благодаря тому, что у нас есть вот эта тейповая, фамильная и так далее организация общества. Так вот, это хорошо, что они есть. Ничего, что у нас было, выбрасывать, отказываться, там, это не нужно делать. Особенно рубить это как-то. Это все нужно, должно быть обязательно. Ну, смотрите, что пишет Зелимхан Яндарбиев, вице-президент Чеченской Республики Ичкерия, о тейповых съездах в 1993 году. Стоит обратить внимание читателя на одну проблему, он в своей книге это пишет, которую в событиях 1983 года, то тейповые связи, мы с Джохаром были категорически противниками подобных мероприятий, но запретом их невозможно было пресечь. Я избрал другую тактику. Принимая участие во всех возможных из них, разъяснял подрывной характер тейповых формул для единства народа. Кому это нужно и зачем? Но тем не менее, лидеры, идеологи тейповой политики упорно навязывали народу свою порочную идеологию внутринационального сепаратизма. Некоторые общественно-политические силы также в поисках социальной базы затевают игры на тейповом эгоизме некоторых отщепенцев, домогающихся власти. Так, называемая партия национальной независимости организовывает авантюру под видом съезда тейпов в Чеченской Республике. Активистами затеи выступают Руслан Кутаев, Муса Темишев, М. Амхадов, У. Алсултанов, С.М. Сатуев и другие. На очередном шабаше Умалт Алсултанов даже нарекается званием председателя Межтейпового союза Чеченской Республики. Делаются попытки легализовать тейповые вооруженные подразделения, якобы для защиты интересов тейпов. Армию тоже предлагают строить по тейповому признаку. Каждый тейп создает свое подразделение, и все они составляют армию. И такая вакханалия продолжалась до начала войны, пока тейповые вожди не разбежались в разные стороны. Я хочу вам напомнить, друзья, что Руслан Кутаев и Муса Темишев, тейповые вожди, сейчас занимаются активной деятельностью по дискредитации. Например, Муса Темишев какой-то нелюбовью воспылал ко мне и постоянно пытается какую-то вещь, грязь на меня бросить и меня запачкать этим самым. Но самому тейповому вождю стоило бы отмыться от своей грязи, чем пытаться на меня или на кого-либо бросать вот эти свои грязи. Так что с легкой руки, из-под легкого пера вице-президента Чеченской Республики Ичкерия Зелимхана Яндарбиева Кутаев и Темишев нарекаются тейповыми вождями, друзья. Так что ни по-другому никак их не смейте называть. Это тейповые вожди. Так. Аслан абсолютно верно сказал, и кто не соблюдает эти правила, наш адат, то он не чеченец. Я сейчас на Так, отлично. Аслан, я лично понимаю одно, что тот человек, нарушив Конституцию, предал свой народ, продал свой народ и землю ради своей выгоды. Но нарушить Конституцию, Буря, это еще не значит предать. Это немножко разные вещи. Нарушение – это преступление, да. Если умышленно это делается, и даже неумышленно это преступление,
А измена, предательство, это немножко другое. Но вот то, что мы читали, это было не просто нарушение, да, это квалифицировалось как измена, как предательство. Так, друзья, я на этом свой стрим закончу. Если у вас больше вопросов нет. После Крота Темишева я возненавидел эту фамилию. Фамилия причем? Фамилия причем? Кутаев, Темишев, наверное, хотят ТЭП Якута возглавить из-за алмазов. Якуты им не позволят. Да. Ну ладно, друзья, на этой хорошей, прекрасной ноте я закончу свой стрим. Завтра вас жду на стриме на чеченском языке. Да, анонс, следите за анонсом. И еще раз, друзья, вам напоминаю, что во вторник, и я хочу, чтобы вы принимали участие, друзья, не бойтесь, не бойтесь. Да, все закончится скоро, да, Поэтому призываю вас и во вторник в 19:00, 7 часов вечера по восточноевропейскому времени, по Берлину, принять участие в телеграм-канале. Уже ссылка есть, я еще буду это размещать, но напоминаю вам, чтобы вы не забыли, друзья. Аслан, кликуха Темишева, Пенас Бокудо. Я национально взял по месту рождения. Я родился в Тюмени. Ах, ты еще и сибиряк, Иван. Ну, теперь все с тобой понятно. Да, сибиряки это совсем другие люди. Они не русские. Они другие. Дякую, Славко. Пожалуйста, валейкум ассалам. Баркалов. Всем всего самого хорошего, друзья. Всего самого хорошего. И на русском языке будет в понедельник, завтра Далмула будет на чеченском. Все будет Ичкерия. Слава Украине! Господи, благослови Америку! Ади кёль маш оль бюзде галёшу масера.